Добрый день, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24, старая добрая программа «Один из нас». И сегодня реально один из нас, у которого есть замечательный повод в виде вот такого вот карманного издания, которое называется «Нить жизни». Как вам, как автору пособия, давайте начнем с этого. Как пришла в голову идея создать вот подобное маленькое, но ничем не отличается от инструкции, допустим, по установке той же Яндекс колонки, да, по формату. Как вам пришла в голову этой мысль? Ну, если вообще изначально брать, да, откуда она появилась-то, здесь на самом деле ничего сложного и, как говорится, изобретения, как велосипед, нету. Она исходит из знаний, методов передвижения кочевых народов нашей республики. В частности, эти знания от венкийских оленеводов, охотников. Сама идея, как она пришла, раньше у нас был начальник Николай Александрович Находкин в службе спасения. Когда он работал, он сам человек ученый и, как говорится, идейный спасатель, много чего изобрел от предметов до таких методик, да, чтобы спасти людей и для облегчения жизни на севере. И вот он, в свою очередь, спрашивал у нас, у спасателей, требовал, чтобы мы тоже какую-то лепту в отделе, исследовательский отдел у нас был. И вот, кто-то о чем-то рассказывал. У нас же республика большая же. Например, вы у себя на родине костер растопка береста. У кого-то другая. И вот он такие нюансы узнавал. Собирал у нас. И тогда у меня пришла идея, как не заблудиться, я ему рассказал. А он, в свою очередь, все, пиши. И вот тогда я написал. А люди все-таки продолжали теряться. Мы работали. И почему бы нет? Меня всегда вот так терзало. Если бы знали бы, да, намного быстрее мы нашли. Почему тот, кто потерялся, не думает, что его будут искать? Тем самым не оставляет никаких знаков, что-то, чтобы сам себя спасти, как говорится. В данное время у нас человек пропал в лесу, и он метод партизанского хода у него, если так выразиться, да. Как будто бы он не хочет, чтобы его нашли. Любой человек должен, как говорится, даже в автономном проживании, да, должен как-то сказать о том, что с ним что-то случилось. Вот этого, к сожалению, никто не делает. В данной методичке я включил только то, что нужно, сам механизм. Здесь нету того, как добыть воду, как разжечь костер, как сделать ночлег. Этого нету здесь. Как говорится, всю воду слил и оставил чисто саму рабочую методику. Еще повторюсь, эта методика чисто для кочевых народов. Как говорится, я его чуть-чуть переделал, чтобы простые люди его использовали, когда заблудились. И еще когда-то я 3 года назад учился в Байкальском центре подготовки спасателей. Мы классы там, 1 класс, когда получал, там учились, и я там тоже рассказал вот эту систему, вот эту методику. И Ирина Ступина, кафедра психологии, там, экстренной психологии, вот она маленькую рецензию написала на него и раскрыла вообще другую сторону пользы его, да? Если так сказать, во всех учебниках, методичках первое, что ты должен сделать, да, когда заблудился, успокоиться. Но никто не описывает, как сделать вот так, чтобы паника от тебя ушла.
На самом деле это страшно не для неподготовленного человека. Конечно. Вот ты один, да? И паника у тебя. И паника в основном в таком виде стресса, она выделяется двигательное возбуждение. Есть такая вот Начинаешь туда-сюда ходить. имитация. По-разному же у человека вот реакции на экстренные события, ситуации, да? В случае, когда ты заблудился, И вот, один. паника в основном, ну, плач может быть, это хорошо, но там ступора не будет. Больше всего вот двигательная активность, двигательное возбуждение. Человек хочет быстро исправить положение и начинает метаться туда-сюда. Но, в свою очередь, двигательное возбуждение, она как стрессовая, ну как реакция же организма, защитная, да, она должна выйти. Если взять плач, человек должен выплакаться, вот тогда он успокоится. Это способ же унять панику. Весь стресс выплакать. Да, выплакать. Он успокоится, и тогда он может даже вспомнить, уже трезвый же ум появится. Вот в двигательном возбуждении то же самое. Ты должен выплеснуть ту энергию, которая... Накопилось. Ага. А в данном случае, если ты заблудился, энергия у тебя выплеснется, но ты еще глубже в лес зайдешь. Да? Еще больше потеряешься. А в этой методике... Ну, начну, наверное, рассказывать. Да, конечно. О самой методике. Вот я заблудился. И у меня, конечно, паника. И вот как описал в двигательном возбуждении, я хочу быстро исправить ситуацию. Но не могу как. По этой методике ты должен осознать, что заблудился. Не стыдиться никого. Потому что могут заблудиться как маленький ребенок, так и опытный охотник. Бывает же такое? Ты должен осознать, я заблудился, хорошо, но паника у меня все есть. Что делать? Первым делом строим маяк. Маяк — это такое сооружение. Ну вот, да? Смотрите. Из всего, что вокруг валяется, надо что-то построить, сооружение какое-то, означающее, ориентир для себя, для тех, кто меня должен искать, будет искать, и вообще для... Что означает заблудился, да? Вот возьмем А4 чистый, и тут точку поставим. Как говорится, белый лист. А в том случае, лес темный, да? И ты должен в этой местности обозначить. Я, по крайней мере, вот это место знаю. Нахожусь здесь, да? Да, нахожусь здесь. И начинаю строить. Хоть какой скоростью строй, но ты должен построить. И в это время, вот, как сказала Ступина, должна выйти вот эта реакция. Паника чуть-чуть уймется. Ты уже начинаешь делать то, что должно тебя спасти. Сразу. Построил там, если у тебя пакет есть яркий, футболка там, из чего-нибудь из материи там порвать, как флаг сделать. Все. Но это строение должно означать, ты должен его, даже если круг сделаешь, я вот это я построил. И никакой зверь такое не построит, да? Там поваленное дерево, там, как у Расулу поставить. Искусственное происхождение должно. Да. Творение рук человека, который попал в бедствие. Мох вырви, да? И там туда положи вверх строение там. Что еще можно сказать? Не, вообще же бывает, Валерий, немножко разверну ситуацию. Бывает же такое, что человек в лесу начинает ходить кругами, да? Этот феномен описывают все. Буквально на небольшой территории, там чуть ли не километр на километр, да, он начинает приходить на одно и то же место, на одно и то же место. По крайней мере, вот этот маяк должен показывать. Я опять пришел на это же место. Это первое, что ты должен сделать. Второе. Как бы смешно не звучало, но ты должен оставить запись там. Я такой-то, такой-то, потерялся там-то, там. Да, но эта запись, тут у меня... Конвертики. ФИО, дата здесь, да? И получается, я, Андросов Валерий Валерьевич. Был здесь такого? Здесь потерялся. И не надо вот что-то, да? Если у меня нож есть, это вообще облегчает дело. Там... Вырезаешь? В каком-нибудь кусочке дерева там, или в самом стоящем чуть-чуть от коры очистил, там инициалы АВВ, сегодня 08, год не надо, потому что он через год все равно исчезнет, вот эта запись. Можно на коре вот так, да? Можно бересту сорвать, просто... С обратной стороны.
береста же она мягенькая же, чуть-чуть пару страничек с бересты снимаешь, любой сучок ломаешь, чтобы конец острый был, и там царапать. В бересте отлично записи сохраняются. Там тоже А, В, В. Можно даже вот грунт очистить, и там палкой, пальцами АВВ 0808. Все. Этого достаточно. Те, кто ищут, мы, например, да, его сразу расшифруем. И вот дата, она почему обязательно? Потому что... Сколько дней прошло? Ну, это будет исходная точка, как говорится, для математики поиска. Вот хотя бы человек в этом районе был. Дальше. Вот построил, я могу на этом даже успокоиться и все, и вспомнить, я оттуда пришел. Да? И вот... Но это если сильный человек. Да. Уверенный. Да. Ребенок тоже может это сделать. Хоть что. Потом успокоился. Вот после этого у меня есть полное право идти по тому направлению, которое я считаю верным. Из той же палок делаю в виде стрелочки и начинаю уже протягивать нить жизни. Что такое нить жизни? Это оставление меток за каждым своим шагом. Вот иду я по лесу, сучок там, так, веточку сломал. Постараюсь все время оставлять следы. Если грунт позволяет, тросточку беру и чиркаю за собой. И иду в том направлении, куда хочу. Вот самое важное вот этой нити, да, если я пошел не туда, у меня всегда сохраняется шанс возвратиться вот по своим же следам к моему же маяку. Так, посидел, оказывается, я туда неправильно пошел. И во вторую сторону. Человек же не сразу теряется же. Он через определенное время, например, машину вот оставил, и через час ходьбы он потерялся. Не может выйти к машине. Не может выйти к машине, да, например. И вот возьми время, час, вот этот кусок, час ходьбы, да, и с маяка я должен отойти час. Если в течение часа я не найду своих знакомых ориентиров, я могу спокойно возвратиться. Вот в чем главный плюс-то. Понял. Я всегда чуть-чуть облегчаю свою ситуацию. Не углубляю. Если я не поставлю маяк и просто пойду, у меня заново я на это место, возможно, и не приду. Так, второе, в чем польза вот нити жизни. Вот да? здесь я перебью ремарочки. Я буду оставлять ремарочки. Да? Вот смотрите, современный человек, он, вот как мы, не носит наручных, допустим, более автономных часов и так далее, и полагается больше на смартфон, где тоже есть часы, да? Да. Минус смартфона в том, что он через 15 часов разрядится вновь. Да. То есть привычку вот эту носить более автономный источник временного, скажем так, ориентирования надо возвращать. Да. Ну, согласен? Тут тоже скажу. Или потом скажу. Сейчас говорю. Почему вот методику сказал, да? Здесь нету способов, как пользоваться телефоном, как это. Допустим, ты совершенно голый, как говорится, да? Очутился вот здесь, без всего. Ни часов, ничего. Да. Ну, и вот эта система, она будет работать. Ты просто временной здесь в голове держи, да и все. Или хотя бы метражами должен человек чувствовать. И вот сделал, ну, пошел по своей ниточке. И плюс еще ниточки, да? Вот я веточку сломал и смотрю, чтобы сам себя контролирую. Дальше пошел, здесь веточку сломал. Отсюда видно, не видно. Следующая речь. Да, и таким методом ходьбы исчезает вот фактор короткой ноги. Ты не будешь петлять. У тебя максимально прямой ход будет. Ну, ты же смотришь, как ниточка идет. Надо стараться, ну, хорошие знаки оставлять, чтобы по ним ты должен обратно возвратиться. Так, ну, пришел не туда, да? Мне не становится еще плохо. Мне становится, как говорится, даже интересно. Потому что у меня есть шансы справиться. Я в том месте типа крестика поставил, это я не туда пошел. И спокойно обратно возвращаюсь к маяку. Вот эту стрелку разворачиваю туда, где более вероятно пойду. И туда третий вариант пошел, да? Ну вот. Я могу так в радиальной, если так нарисовать, как солнышко могу. Несколько лучей сделать. Все равно я найду то место, где
это. Что-то будет указывать на то, что Да. спасение Ну, рядом. найду знакомый ориентир. Там просто минус всего этого блуждания, это просто время. Я просто время потеряю. Но не умру, не проголодаюсь. Ну, может, проголодаешься, что... Вот. Здесь насчет водоемов хочу остановиться. Ни в коем случае, если вы не переходили там озеро, реку, речку, нельзя. Даже в крайнем случае в воду лезть нельзя. Ну, захотелось пить там, чуть-чуть к берегу подойди и попей. Но не вплавь там это. Даже если за озером там машину увидели, лучше Обойти. обойти. Все время оставляя ниточку, метки свои. Вот. Далее. Например, вот таким методом иду и нашел тракторную дорогу или тропинку. Вышел, и там делаю еще один знак типа маяка, да? Что я... В этом месте вышел туда-то. Да. И опять-таки с направлением. Потому что если человек выйдет на дорогу лесную, он резко и на радостях побежит по ней. А у нас-то территории такие огроменные. Эта дорога может где-то в лес зайти и закончиться. Может просто лесовозная дорога, может какая-то непроезжая. В лучшем случае ну, на какую-то другую избушку приведет, да? И вот, и если я посчитаю, что не в неправильную сторону пошел, или такой дороги не было, я могу также по этой дороге обратно прийти, и вот по своему маяку я могу в исходную точку также возвратиться. Так, а теперь скажу такое. Ты вот это все сделал и удачно вышел на дорогу, да? И все. Ну, уже пришло время заканчивать ниточку свою. Там уже на шоссе вышел. Там надо сделать еще один маяк, уже радостный, оповещающий о твоем вызволении из лесного плена. Не поленитесь, там тоже АВВ 09.08. Ура! Все. Нормально же, да? Ну да. Почему его оставлять надо? Потому что мы же будем искать вас. И когда даже не будем знать, что вы уже вышли. Самое главное, Валерий, в этих манипуляциях, чтобы у человека оставались силы вот на бесконечное количество вариантов. Ну, по сути же, оно бесконечное. Или оно может быть сведено к минимуму, допустим, в этом направлении пошел, в этом... Это две противоположности. Есть третье, четвертое. Это минимальный набор, 4 направления, по которому ты можешь пойти, да? Но их же может быть много. То есть градусов-то 360. Да. Но... Вот, чтобы у человека оставались силы. Как подпитывать себя в чрезвычайных ситуациях энергией? Так, здесь отвечу вот так. Помните, сказка была, да, или притча какая-то? Мышонок упал в сосуд со сметаной. 2 мышки, по-моему, упали. Один сдался и утонул. А второй все время барахтался. Забил масло. Сметана превратилась в масло, ну, более твердое вещество, да? И он выпрыгнул и спасся. Вот эта система, она должна таким же образом работать. Если ты сдашься, конечно, не очень хорошо будет. А так, покуда ты все время тянешь нить жизни, сейчас второй вариант, вторую пользу скажу. У тебя все время есть надежда, что ты, во-первых, сам можешь спастись, во-вторых, с его помощью тебя найдут намного быстрее, чем без него. И в-четвертых, или в-третьих, если со мной что-то случится, это может случиться, ногу подвернул, там расстройство какое-то, остался на месте, и у меня всегда есть шанс, что кто-то по этой ниточке меня все равно найдет. Поняли, да? Там упал в яму или в какую-то расщелину, там что-то со мной случилось плохое. Так, почему я вот эту методику хочу распространить всем? Например, вот вы, я вам его рассказал, вы поняли, как она работает, да? Пошли по грибы. И заметили нить жизни. Опаньки, кто-то тут прошел. Что-то с ним неладное. Вы же знаете вот это, я вот рассказал, и вы знаете.
Если у вас есть время, желание, можете по этой ниточке еще пройтись. И таким образом спасти этого человека, которого даже в розыск не дали. Ясно, да? Если, например, не вы, а бабушка какая-нибудь, да, тоже по грибы идет, заметила, и она не может за ним идти. Или времени нет. Она спокойно может в тот же наслег, там, в администрацию. Я там нет жизни видела. Там с кем-то что-то приключилось. Я, по-моему, еще перепрыгнул, ну, чуть по-быстрому рассказал. Покуда ты ведешь нить жизни, ты все равно выйдешь на полянки, на открытые места. Вот там ты там обязан сделать, ну вот здесь, это нить жизни, да? Видно, да? На поляну вышел, и ты должен сделать сигнальные знаки. Это в виде креста что-то такое, чтобы было видно с воздуха. В международном этом знак СОС 2 на 2, как говорится. Поэтому я тут 2 метра на 2 крест. Ну, это может быть там сухостой из березы. Притащил 2 березки, вот так крест на крест положил, и там же тоже письмецо свое. Или на грунте, или ножом там. Быстро же письмецо. АВВ 0808. Все. И дальше уже смело могу идти. Да? Следующий. Вышел возле водоема, возле реки, там тоже можно сделать на берегу. Если вдоль берега идешь, тоже знаки делай, маяки. Нить жизни протягивай, да? Что это дает нам? Например, та же бабулька может на поле выйти и, не замечая вот нить жизни, увидит крест. Подойдет, и там еще надпись может завидеть. Письмо того, кто попал в бедствие. 0808, а сегодня 9. О, кто-то, бедняга, вчера здесь ходил и вот знаки свои оставил. Просит о помощи. Если не может, а сама догнать, может пойти и сообщить. Так, и еще одна польза, да, этого. Например, вот мы уже спасатели. Мы сможем с коптера увидеть, с вертолета увидеть. Уже метод прочесывания у нас, который медленно идет, да, квадрат за квадратом. Несколько бегунков отправляю, ну, окладной поиск, как говорится, на охоте пользуются же, ну, вот, чтобы лося в оклад взять. И таким окладными поисками, кругами, они где-то все равно заденут вот нить. Как задели, если человек даже там 2 дня блуждал, да, наши ребята за 2 часа, как говорится, квадроциклом, ну, специальной техникой, в общем, быстро его найдут. Вот вам, как спасателю, допустим, в условиях, вы же принимали участие в поисках Карины, да? Да. Да. Вот, допустим, ребенок, он же не знает про вот эти вещи, малолетний ребенок и так далее, и как вы говорите, он пытается укрыться от всего внешнего, да? То есть это может быть зверь, это может быть плохие люди, это кто угодно может быть, да? Что угодно может быть. Он пытается скрыться, спастись, забраться в укрытие и так далее. Вот в этих условиях насколько сложнее, чем без вот этих систем ориентиров и знаков, маяков и нитей жизни, да? Ну вот, в данное время даже человек курящий оставляет окурок. Ну, хотя бы оставил, да, окурок. Мы же знаем, такой-то, такой-то любит курить там ЛМ синий. Я не знаю, в себе в карман ложит, что ли, или куда-то закапывает. Хотя бы таких следов не оставляют же, говорю. Да, есть математика поиска. Человеку столько лет, он ничем не страдает. За сутки он может пройти столько-то, столько-то, и вот окладные. Здесь дорога переграждает, здесь река, и вот определенные участки леса остаются, ну, территория. И вот там мы начинаем работать. Если бы он в этой местности хотя бы вот маяк, или хотя бы несколько этих, или в открытом местности хотя бы крест поставит, и инициалы, и дату, мы уже точно будем знать, уже район поиска же конкретно сузится же, да? И даже узнаем направление его хода. Сейчас как, чтобы найти человека, максимально пытаемся пользоваться
силами волонтеров. Все-таки есть люди с добрым сердцем, ну, не жалея своего времени, может, даже финансов, с нами идут в поиски. И там сейчас же в основном это методом прочесывания же. Квадрат за квадратом, квадрат за квадратом. Сколько там трудодней уходит, да? Если так сказать, человеческих ресурсов там по времени. Поэтому очень долго. И вот насчет детей вы сказали. Укрыться это. Ребенок тоже может там маленькими ручонками. Так, Нет, вот, но если научен. да, если научит. Если не научен. Но если научат, вот будет продолжаться, как и сейчас. Очень кого-то находим, кого-то не находим, кого-то находим, но не успели, уже что-то случилось. И покуда ты протягиваешь нить, опять-таки, вот словами того психолога, который похвалила меня, у тебя не будет того, что ты совсем одинок. Ну вот, твое же творение за тобой, ниточка же все время будет тянуться. И даже ты должен себя успокаивать, чем длиннее, тем больше шансов кто-то, чтобы его заденет. Например, тот же коневод на лошади идет и заметит же, заметит. Но другое дело, вот еще раз, расшифровка, да, то есть не только люди, которые заблудились или пропали, должны владеть методикой, но Да. еще должен за каждый, Да, вот. кто по своим делам пошел. Да, грубо говоря, вот остановил машину, да, отошел, извини меня пописать, да, увидел что-то необычное, Да. что не должно быть здесь, Да. какое-то искусственное, какое-то вот это. Могу такое добавить. Люди, ну, как бы грубо не звучало это, потеряли ответственность. Они думают, что сильны над природой. Мы же... туда пойду, я знаю это. Даже больше надеются на него, я карту закачал. И бац, батарейка села. И все. Потеряли ответственность на том, что вот сейчас даже вот искусственный интеллект все делает, да? И читать, как говорится, не надо. Что-то изучать хочешь, там в библиотеке ходить не надо. Там... Вот. Например, ты как отец ведешь свою семью, ты же ответственность за них берешь на себя? Да. Должен изучить ту местность, основные ориентиры. Да, пользуйся этой картой, да? Хотя бы. Например, можно по-простому еще сказать, больше надежды на нем, да? Любого туриста бери, я поехал в тот же Иркутск. Я города не знаю. Но я ответственный перед собой и чтобы изучить, закачиваю сюда как минимум 2 ГИС, чтобы не пропасть там. А почему к лесу так не относятся-то? К тайге? Ну, я как практикующий турист, грубо говоря, у леса тоже свои, скажем так, Да. свой тугис есть, да, который, в принципе, еще раз говорю, в советское время об этом знал четвероклассник. В наше время, если кто-то из педагогов проявит желание, он будет давать в виде дополнительных заданий какие-то знания. Да? Да. И то не факт, что кто-то воспримет. Ну, как игра можно сделать? Сейчас же много компьютерных игр. Оно больше близко к играм РПГ же есть. Ну вот темное-темное что-то на экране. И вот то, что человек видит, юнит, который ходит, открывается же там. И сам для себя там что-то открывает, там что-то строит. И чем дольше ходит, все больше и больше и больше. Вот типа на него можно похоже. Ну, то есть, в принципе, вполне вероятно, что по мотивам вот этой маленькой методички может выйти какая-то игра, квест какой-то, да? Там, Да. типа, проложи дорогу. Ну, наверное, я или что-то. был бы рад, если кто-то возьмется. Ну, можно мультик сделать, можно квест-игрушку сделать. Например, я должен, во-первых, узнать местность, основные ориентиры, да? Плюс по метеосводкам, во столько-то дождь. Сейчас же техника. Даже на 10 дней можно предугадать, какая температура будет. Соответственно, я как должен одеяться? Планирую же. Я там 3 часа буду, или до 6 там чуть-чуть по грибы собираю.
И может 2 дня. Из-за этого там продукты для ночлега что-то, да? Ну вот планирование. А люди, конечно, да, сейчас начинают все это есть, собирают, но все равно вот больше на него надеются. Вот современные охотники. И скажу, что не мешало бы и коренные тоже знать, не забывать методы. И мы завершаем разговор. Еще раз, задели очень многое, да? Но вопрос первичный остается открытым. А почему бывает такое, что вообще люди пропадают? Вот ощущение такое, что вот не то, что по грибы да пошел, да? За водой пошел к речке и пропал. То есть вроде бы элементарный 100 раз пройденный маршрут, ну, это образно говоря, да? Для кого-то же пойти, скажем так, вот на заимку ту же и так далее сходить, ну, в тайге, это же как за хлебом сходить. Ну, я здесь отсюда процитирую себя, да? Вот 3 основных причины, я слишком там не заглублюсь, это неподготовленность, которую вот сейчас только озвучил. Ну, незнание местности, нет информации, ну, что, где, например, вот этот ручей, куда впадает, да? От трассы до той трассы столько-то километров, в общем, неподготовленность. Так, второй фактор, это природный или внешний фактор, да? Неблагоприятная погода. Ну вот, изменение метеоусловий, там резко тучи набежали, может даже град со снегом пройтись, да? Вот. Ты по времени не сможешь. Там ногу подвернул и стемнело. Природный же фактор. Или сам не учел. Слишком на дальний маршрут пошел и не успел возвратиться. И вот по темну, опять-таки по неподготовленности, без фонарика идешь. Вот его к природному фактору отнесу. Плюсом, да? Да. И в потемках ты, чтобы быстро дойти, можешь куда-то зайти в те места, где ты не знаешь. И вот третий субъективный фактор — это уже от человека. Ухудшение здоровья, да? Травма во время похода, психологическое расстройство. Почему его сказал? Потому что люди с деменцией сейчас много теряются. Ну и куда же без алкоголизма? Главная причина всех бед. Море по колено и Да. пошло-поехало. Ну вот, обычный сценарий. Мы пришли на рыбалку, бухнули, я просыпаюсь, тебя нет. Обычный сценарий, как говорится. Куда пошел, неизвестно. Да, Что проложил, неизвестно. Да. Никаких маяков. все. Соответственно, работа спасателем добавляется. Да? Сиди, расшифровывай по наитию, по интуиции, по опыту многолетнему и так далее. Куда он мог пойти, чего достичь и где его могут подстерегать те или иные опасности. Согласны? Я еще раз призываю, пользуясь моментом, хорошо, что специалисты, которые участвуют в спасении людей на огромной территории нашей республики, они систематизируют, приводят в добоваримый. На самом деле тут ребенок даже разберется, что делать там и так далее, как пучок траву завязать и так далее. Да? Поэтому я призвал бы все муниципалитеты распространить вот данную методичку для всех своих жителей. Потому что любой власти, там, муниципальной, местной, какой угодно, невыгодно, понимаете, невыгодно просто, чтобы случались какие-то чрезвычайные ситуации. Пропал человек, погиб человек там в лесу и так далее. Это связано со многими рисками, там, да тот же психологический фактор, как успокаивать родных, близких и так далее. Там это же могут вызвать совершенно непредсказуемую реакцию. Это может быть дополнительные расходы, связанные с транспортировкой там, спасательных служб и так далее, и так далее. Поэтому лучше не ждать, пока беда придет, да, а... Хочу добавить насчет распространения. Буквально вчера, я же являюсь писателем, и Союз писателей Наталья Ивановна мне посоветовала, Харлампиева, председатель наш, сотрудничать с библиотеками. И вот буквально вчера
договор подписали, несколько экземпляров в Национальной библиотеке оставил. Они, в свою очередь, электронную версию этого журнала в бесплатном режиме уже по всем районным. библиотекам. Не по районам, получается. Он же в электронной базе библиотеки будет. Например, вот сижу я в Оленьке, в поселке Эйк, открыл интернет, захожу в сайт Национальной библиотеки, регистрируюсь и, ну вот, нить жизни пишу, и оно выйдет. Это первое, как распространить его, да? Ну вот, это у меня получилось. И плюс к этому, к сожалению, у меня денежек хватило на 1000 экземпляров, которые собираюсь максимально, ну вот, по муниципалитетам отправить. В этом мне поможет наша служба. У нас 10 филиалов есть в улусах. И они в своих улусах по школам, по этим уже раздадут. Если есть время, лекции прочитают. Например, Нюрбинский район, там в самой Нюрбе 3 школы, 3 экземпляра, и по наслегам, там 19 или сколько это было, по наслегам по одной штучке. Все равно бумажный же экземпляр тоже должен быть где-то. Первоисточник. Ага. И если кто изъявляет желание, или, может, спонсоры еще появятся, да, то издательство «Алта», он еще больше может напечатать. Ну, уже, чтобы, ну, не каждому, но в семье, чтобы она была. Я бы, Валерий, знаешь, что порекомендовал бы тем группам и так далее, которые... У нас же очень много туристических групп и так далее, которые выходят на маршруты, которые... И с ними по статистике и случаются как раз определенные происшествия, да, чтобы они вместе с аптечкой просто положили вот этот маленький... Ну да, его-то у меня мало. Ну, 1000 экземпляров это что? Это решаемый вопрос. Да, это думаю. решаемый, наверное. Да, решаемый вопрос, поэтому еще раз. Просто надо быть подготовленным к тем или иным... Подготовлен, значит, вооружен. Вооружен инструментом, который поможет тебе просто сохранить свою жизнь. Согласен? Да, и это не панацея. Но если из 100 человек хоть один воспользуется, я был бы очень рад. Вот. Один из методов, как выйти из данной ситуации. Валерий Андросов, спасатель первого класса Республиканской службы спасения, автор методички самоспасения, методики самоспасения, которая основывается на вековых традициях кочевых народов нашей республики. Да? То есть территория у нас огромная, промысловых охотников, оленеводов, коневодов и так далее огромное количество, и все они для того, чтобы просто выжить в условиях нашего экстремального севера, они использовали свои методики, которые систематизировал и обобщил в эту маленькую книжку Валерий Андросов, один из нас. Спасибо. Спасибо.